Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгін біз Ақмола облысы Астраханка ауданы Астраханка ауылдық округына келіп отырмыз. Бұл жерде орналасқан шаруашылық ТО Достық 06. Осы мекеменің басшысы және де бас төрағасы Сагенбаев Мейрам Тұңғышбаевич ағамызға келіп отырмыз. Осы кісілер енді осы шаруашылық біздің ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өндірістік микробиологияны препараттарымен қолданады. Сол жайлы ағамыздан сұрақтар қойып, қалай пайдаланып және пайдасын, өнімін көріп атқан білетін боламыз. Здравствуйте, Мейрам Тұңғышбаевич. Расскажите про ваше предприятие, когда вы основали, с какого года вы уже работаете, в каком направлении работаете и как познакомились с нашей компанией микробиологии и какие препараты вы применяете в своих пассивных полях. Так, ну мы Досток 06 организовались в 91 году, 21 декабря. В этом году 30 лет независимости Казахстана, 16 декабря. 21 декабря наше день рождения, тоже 30 лет. 30 лет уже на рынке. Да, 30 лет на рынке. Когда я начинал, мне было 28 лет, сейчас мне 58 лет. Когда в институте учились, нам наши учителя, наши преподаватели, что влили в нашу головы. Сейчас вот стараюсь уже 30 лет уже внедрить то, что нас вливали. Такой был учитель, академик Михаил Касым Сулейменов. Мы беспаровое земледелие, тогда он преподавал нам, лекцию прочитал. Это мне в голове так заложилось. И когда я начал бизнес свой, у меня была в голове потайная мысль, что надо вот эту технологию применить, надо было вот это. И этим вот 30 лет уже занимаюсь. Вот мы стоим у поля, это чечевица, ну, вот он, чечевица крупнотарельчатая пшеница, зеленая чечевица. Уже мы 10 лет занимаемся этой чечевицей. Разные, начинали с этих сортов российских, вековская. Мы сейчас перешли на канадские сорта. Сейчас у нас 3 сорта есть. Это 2 канадских, крупнотарельчатая зеленая, мелкая зеленая и французская. А между ними какие-то отличия есть? Отличия есть. Там технологические отличия. Вот крупнотарельчатая зеленая, мелкая, они клеофильные. Клеофильные — это значит устойчивые к определенному гербициду. Один гербицид вносим, то многолетние сорняки убираем, однолетние сорняки убираем. Это клеофильные, это преимущество канадских сортов. У российских такое преимущества нету. У французского он не клеофильный, он только надо там, ну это для гурманов. Это рынок для Европы. А этот зеленый — это рынок для Ирана, Индии, для Турции. Это туда рынок. Мы продаем им, они сейчас вот до октября месяца фурами возят от нас зерно, забирает. В основном идет в Турцию, там ее перерабатывают и продают в Индию, в Пакистан. Вот этим занимаемся мы. Мейрам Тұңғышбаевич, вот, уже сколько лет с нашим предприятием работаете? И вот насчет препарата, и как вы вот это обрабатывали вашу чечевицу, расскажите? Ну, обрабатываем мы уже, наверное, с вашими предприятием Ганик Лишпековна, я уже 10 лет сотрудничаю. Она как представитель этого вашего института микробиологии приезжала, и лаборанты приезжали, с ними сотрудничали, копали, смотрели, сколько клубеньков. И мы уже больше 10 лет, где-то 11 лет сотрудничаем. И они потихоньку росли, там формы применяли, потом другой глину наполнитель брали. Вот это, все это в порядке. Разнообразие вводили, да? Мы же хотим, чтобы идеально было, а идеально никогда не получается, то хочется применить. Вот я поехал в Канаду, там у них вот эти вот клубеньки. Вот вырвешь растение где-то в июле месяце, там 30 клубеньков. А у нас мы добились с Гайни, что он 13 клубеньков. Еще есть потенциал, куда развиваться. Развиваться потенциал. А урожайность какие мы получали? Ну, каждый год на год не приходится. Этот год очень засушливый. Ну, ожидаем где-то около 7. Хотим получить около 7, а фактически как оно будет, черт его знает. Сейчас уберем, вот мы 3 поля сейчас завалили чечевицы. Сейчас начнем это подбирать. Обработанное поле, да? Дождь прошел, не дает подбирать.
Вот такое дело. Миран Тумышбаевич, вот вы говорили, уже убрали. Это Не убрали, только завалили. Завалили, да? Только в волках лежат. Ну, имеется в виду, это обработанное поле тоже нашим препаратом, да? Да, они все А вот обработаны. до применения Удобрей. как бы наших препаратов вообще как разница есть? Разница, я вот сейчас объясню. Разница есть, это было лет 7 назад, это 16 год, это 5 лет назад было. Вот на этом поле было тогда чечевица. Мгм. И было там. Сейчас, если хотите, покажу там. Вот это поле мы раньше посеяли, Мгм. но не обработали ризовитом. То поле Позже, да? позже посеяли, ризовитом обработали. Здесь дало 18 центнеров, там дало 22 центнера. 22 центнера, значит, Да. уже превысил. Это поле не созрело, Мгм. хотя она раньше посеяна, а должна была, по идее, здесь созреть. А это просто вегетация. Видите, эти клубеньки образовались природные. Сами образовались, но образовались поздно. И поэтому у него вегетация затянулась. А там мы сразу затравку вашу этот препарат дали, там развитие было раньше и урожай выше. Значит, польза есть от наших препаратов. Препараты Польза работающие, есть. да? Созревает лучше, быстрее. Сразу потому что эти клубеньковые бактерии дают старт. И развитие культуры идет быстрее. А вот этот, который он немножко сидит, потом ждет, когда у него образуется, потом эти... Тоже он урожай тоже неплохой был, можно сказать, 18 центнеров. Но уступил этому тому. А там такие волки здоровые были. 20. Миран Анатольевич, вот перед посевом семя, как там технология, как обрабатывать, какой техникой обрабатываете? Технология такая. Мы сначала протравливаем семена. Мгм. Вот это, чтобы Нашим против... препаратом, да? Не вашим А, препаратом, химией препаратом, чтобы болезни, эти вредители, чтобы не повредили Ага. его. Потом мы ложим на площадку, лежит. Ага. Теперь, когда надо уже сеять, А. непосредственно меньше 12 часов мы обрабатываем вашим препаратом. Ризовидный. Непосредственно, когда на поле выезжает трактор, вот, мы сразу его протравитель травим, сделаем, и потом машину высыпаем и сразу в поле едет. А каким протравителем вы как бы применяете? Ну, простой ОП-2000, как он называется? Не, ОПС или как она? ПС-10. А. ПС-10 называется, PS10, да? протравитель. Мгм. Советский, российский. ПС-10, мы вот года 4 назад его поменяли. Вот, Миран Тукшевич, хотелось сказать, вот, например, вы вот у вас сколько сейчас гектаров вообще посевных? Мы сеем 6 тысяч гектар, из них 2000 гектар чечевица. Чечевица, да? Почему 2000? Это потому что классический севооборот пятипольный, а у нас севооборот трехпольный. Чечевица, пшеница, пшеница. Третья культура пшеница, тритикали, ячмень. Ну, для чего вы выращиваете их? Для продаж, либо для, как бы... Моя цель, задача, чтобы с 1 гектара как можно денег больше получить. Получается, на продажу, да, у вас? Да, на продажу. Мы продаем товарным, мы продаем семенами. Это все вот, семеноводческое хозяйство. У нас есть лицензия для чечевицы, для пшеницы у нас семеноводческое хозяйство. Миран Тукшевич, вот вы как бы уже давно существуете на рынке, уже более, говорите, 30 лет. У вас как бы вот пассивных полей как бы большое, как бы... Не разве это большое? Ну, для кого-то большое. Есть у некоторых, которые 10 гектар, 20 или 30, 100 гектар. 10 гектар это на юге. Ну да, я и говорю, на юге, например. Они, например, не знают про эти препараты, что какая от них польза, что, как вы говорите, здесь посеяли раньше, а там позже. Получается, здесь как бы, как хоть раньше посеяли, но позже вышло, чем та. Да. И разница на есть, урожайность. да, урожайность. Вот вы бы как Нет, уже... это не главная польза. Главная польза вот этих клубеньковых бактерий. Да, чтобы азот фиксируешь, да? Вот? Азотофиксация. Порах что получается? За счет вот гумус есть, который в почве. Мгм. Например, когда мы целину осваивали, у нас было 5% гумуса. Сейчас у нас 2,5 и ниже гумуса. Что делают поры? Поры делают этот гумус, разлагают. Мгм. Гумус истощают. За счет этого пшеница потом ее вытягивает. А тут мы поры не делаем, за счет того, что мы поры не делаем, гумус сеем, мы гумус не трогаем этот. Мы наоборот его увеличиваем. Вот это главная цель посева чечевицы является в том, чтобы накопить азот, чтобы он гумус не разлагался. Вот я в Канаду поехал, там уже земля коричневая, уже 200 лет сеют, и поруют они там, двухполка была, трехполка была, они истощали этот гумус.
И у них уже коричневый сад. Сейчас у них без удобрения вообще не растет. У нас мы без удобрения можем получить урожай, а они уже не могут получить, потому что у них гумуса нету. Вот это главная цель этого чечевицы, это накопить гумус, это азот накопить, чтобы он не разлагал этот гумус в почве. Да, Мирон Анатольевич, вы правильно говорите, сейчас у нас, например, вот на западе, на юге сейчас вот как бы засуха идет, тоже те же проблемы. Это не В только, Канаде тоже 45 да, это не только у нас, оказывается, в Казахстане, либо это уже всемирный, как бы глобальный вопрос, то, что истощается земля, люди как бы не понимают ее ценности. И вы правильно говорите, что биогумус и вот это азот, чтобы земля как бы обратно как бы азот и... Чтобы беречь надо. Да, землю. беречь и чтобы Для урожай... следующих поколений. не просто ее сеять и как бы истощать ее. Спасибо вам за ваше уделенное время. Желаем вашим предприятию успехов, чтобы урожайность была вообще больше, чем когда-либо. И дальнейших успехов вам. Спасибо. Рахмет. Ризавет Каризам. Спасибо.